Мы с вами ранее говорили о том, что в культуре каждого народа танец вообще, а народный танец в частности, всегда занимает и будет занимать огромное место. В современном мире танец превратился в один из ведущих жанров искусства. Мы с вами ранее говорили о том, что так как танец уже является жанром искусства, что танец нельзя воспринимать как развлечение. Танец – это большая философия, это этика, это эстетика, это обычаи и традиции того или иного народа. Покажем несколько элементов танцевальных движений, которые присутствуют в традиционном парном танце. Вначале мы покажем, как это исполняют молодые ребята, потом мы это покажем, как это делают, как это исполняют девушки. Затем мы попытаемся объединить их танец вместе для того, чтобы люди, не понимающие, не знающие, что такое народный, парный, традиционный танец, имели хоть какое-то представление, с чего начинается танец, какая в нем заложена философия, какая красота, какая возвышенность. Итак, мы сейчас вам покажем один из танцевальных движений, которые присутствуют в народном парном танце. Мы вам показали несколько элементов мужского танца. Их очень большое многообразие, очень большое богатство танцевальных движений чеченского народного парного танца. Каждый парень, выходя в круг, привносит что-то свое, что-то интересное, что-то неповторимое, вкладывая в свои танцевальные движения определенный смысл, определенный характер с учетом той музыки, того характера музыкального сопровождения, под которого он исполняет свой танец. А сейчас мы покажем несколько элементов женского традиционного парного танца.
после того, как мы вам показали элементы мужского народного парного танца, женского народного парного танца, сейчас мы покажем вам, как танцуют парень и девушка. Итак, парный народный танец. Оркестр! Мы хотели рассказать и показать вам всем, каков танец, какова его философия, насколько он богат. И пока жив каждый народ, танец будет жить и будет приносить людям много-много радости.